Долгожданный ремонт. В Коми заасфальтируют 9 километров автодороги Язель-Тыдер в Сатыбинском районе. Это самый разбитый участок в этом направлении. Проблему озвучили жители поселков Язель и Пычем буквально в начале июля на встрече с представителями власти, когда обсуждали тему разработки карьеров в окрестных лесах. По поручению главы Коми вопрос ремонта проблемного участка оперативно проработал Минстрой. На место выехала Ольга Коняева. Дорога Язель-Тыдер проходит через несколько поселений Сыктывдинского района, Язель, Пычем, Слутка и населенные пункты Усть-Вымского района, Кажмудер и Симукова. Постоянно этой дорогой пользуются примерно 2000 человек. Кроме того, здесь проходит участок школьного маршрута и ездят лесовозы, которые и разбивают дорогу. Если здесь только трещины и ямки, то дальше будет бездорожье. От трассы Сыктывкар-Ухта поворот на ЖД-станцию Язель. Буквально километр. И вместо асфальта тест-драйв для внедорожников. Ужасно. Стараюсь как реже ездить. Это, наверное, самый плохой участок. Там-то получше. Перед Слуткой заасфальтировали. А вот здесь кусок, наверное, километров 5-7. Вот такой вот выбитый весь. А вы не видите, какой слалом-гигант? Видим. Ну вот так и ездим. Вот, пожалуйста. Здесь одна грыжа. Там другая грыжа. Рискуем, ездим. Кроме постоянных жителей, в местных поселках много дачников. У Юрия Щербакова домик в Пычеме с 91 года. Тогда, говорит, дорога была в порядке. Потом покрытие поддерживали ямочным ремонтом, но в последние годы это не спасало. Когда ее подремонтируют, залатают вот эти ямы, ямочный ремонт сделают, все. Она продержалась 2 месяца, и опять все повылетало. Большие грузы прошли, все выскочило опять. Так что... Надо ремонтировать. Надо, обязательно надо. Дорогу строили еще в советское время. И уже тогда по ней вывозили и лес, и песок. Старого покрытия сегодня почти не осталось. Вместо асфальта решето и заплатки. Тут не то что 5 сантиметров, тут все 10 сантиметров. И вот такая дорога вот на всем протяжении практически. Вот еще яма. Вот еще одна точно такая же яма, ничуть не меньше. И она, главное, яма находится прямо посреди дороги. Ладно, если бы они где-то, допустим, можно было их объехать тут практически невозможно. То есть вот смотрите, даже люди ездят вот по обочинам для того, чтобы здесь не разбивать свои машины. И данный участок дороги, он достаточно давно уже проблематичный. И вот недавно как раз на встрече с жителями Пычема, Язеля по поводу песчаных карьеров и этот вопрос как раз подняли. Встреча с жителями Пычема и Язеля была назначена по вопросу разработки карьеров в местных беломошных лесах. Тогда сельчане и поведали о главной дорожной беде. По поручению Владимира Уйба вопрос ремонта дороги тут же взял в проработку Минстрой. По поручению главы очень оперативно на вот эти вот вещи выделяются деньги. Будем надеяться, что и аукционы, и какие-то подготовительные работы проведут достаточно быстро. И уже в этом году начнут ремонтировать дорогу. Аукционная документация уже на согласовании в Центре организации торгов. Конкурс на проведение работ планируется в конце июля. Контракт 2-летний. Финансирование на этот год 140 миллионов, на следующий еще 65 миллионов рублей. На данный момент рассмотрен вариант ремонта участка автодороги километр 0, километр 9, который в свою очередь позволяет провести полный комплекс работ по восстановлению проезжей части, основания и проезжей части. Там предусмотрены работы по рециклированию с добавлением материала и устройство 2 слоя асфальтобетона. Кроме того, в рамках содержания с 9-го километра этим летом пройдет ямочный ремонт. А в перспективе еще 2 участка автодороги Язель-Тыдер обновят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Ольга Коняева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.